последнее время с горячих полей и стихийных свалок на город несутся клубы дыма. Горы опилок на окраине Сибая способствуют распространению огня. В сухую жаркую погоду пожарная опасность только усиливается. Пламя может возникнуть даже от разбитых стекол, бутылок и других прозрачных бытовых отходов. К сожалению, такая халатность горожан приводит к печальным последствиям. Во-первых, серьезную опасность для здоровья вызывает сам дым, чего многие, наверное, и не знают. Главная составляющая дыма – моноокись углерода или угарный газ. Подсчитано, что тонна тлеющих растительных остатков в среднем выделяет около 30 килограммов СО2. Уровень угарного газа возле тлеющей кучи листьев также высок, как и на городской улице с интенсивным движением. Моноокись углерода – потенциально смертельно опасное соединение, поскольку легко связывает гемоглобин крови, блокируя доставку кислорода к тканям организма. Сердце начинает работать с большей нагрузкой, что усугубляет опасность обострения кардиозаболеваний. Вторая проблема – это, конечно же, наносится значительный урон окружающей среде. Сжигание отходов негативно оказывает воздействие на окружающую природную среду. Согласно федеральному закону об охране атмосферного воздуха, сжигание отходов запрещается. Разрешается только на специальных установках. Например, при сжигании 1 тонны опилок выбрасывается в атмосферный воздух более 30 килограммов загрязняющих веществ по 6 наименованиям. Из них более 20 килограммов только приходится на сажу. Да. Поэтому юридические лица, предприятия и организации, у которых в ходе деятельности образуются отходы, должны их передавать специализированным предприятиям на захоронение или передавать другим хозяйственным субъектам, которые эти отходы используют в качестве сырья. Нарушение природоохранного законодательства, конечно, предусмотрено административная ответственность, штрафные санкции, привлекаем штрафы на юридическое лицо до 300 тысяч рублей, в отношении граждан от 3 до 5 тысяч рублей. Луиза Мустафина, Игуль Хамитова, Радмир Сингулов, телекомпания СТВ.